Российско-китайская Экспо– это эффективная торгово-промышленная платформа для партнерства, инвестиций и обмена технологиями. Это самая масштабная и эффективная площадка. Она вносит серьезный вклад в укрепление экономических отношений между Москвой и Пекином. Более 2000 китайских участников из 190 компаний, среди которых крупнейшие государственные и частные промышленные холдинги и средние инновационные компании. Для регионов России Экспо – это возможность представить инвестиционный потенциал самой мощной экономики мира, налаживание прямых контактов с руководителями компаний и регионов Китая, а также неограниченные форматы делового общения, выставки, форум и зона B2B. На Экспо состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии, организована выставка ярмарка продукции товаропроизводителей республики. Академия наук нашей республики приняла участие во втором пленарном заседании Якутия провинции Китая по братимской связи ради укрепления российско-китайских отношений, которое прошло также 18 мая 2024 года в торжественном зале V1 Международного конференц-центра при Экспо. Предлагаем вам репортаж с этих событий. Вот сегодня мы в Харбине 18 мая на Экспо, 8-е Экспо Россия-Китай в павильоне Якутия, где мы экспонируемся тоже Академии наук, свои достижения. Мамонтовый центр будем представлять и наш холод как бренд Мамонта и холод как криоресурс. И вот здесь представлены изделия нашего выпускника юридического факультета Хлопкова. Как молодой человек? Альберта Хлопкова, да? Вот его продукция, есть многофункциональное у него производство. И он сегодня сам расскажет. Моя фирма называется Arctica Trade. Мы занимаемся экспортом сувенирной продукции и также занимаемся камнями чароит и хромдиоксид. То есть мы экспортируем и показываем покупателям, гражданам Китая, какая продукция, какое сырье есть в нашей Якутии. Основная продукция получается у нас из бивня мамонта и из камня чароит. Как можете видеть, вот наша продукция, там ассортимент разный получается. Как покупают? Первый день, уже первый покупатель есть. В принципе, думаю, что, надеюсь, что полностью возьмут. Вот встретили якутян, наших руководителей. Почетными гостями являются Николаев Айсен Сергеевич, глава Республики Саха-Якутия, Борисов Юрустан Анатольевич, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия,
巩固中俄关系。第二届萨哈亚库特共和国与中国。Начинаем второе пленарное заседание Международного форума Якутия провинции Китая. Побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений. Сегодня для нас знаменательный день в связи с тем, что 20 лет назад, в марте 2004 года, Республика Саха-Якутия и провинция Хэймунцзян подписали первое побратимское соглашение с провинциями Китая. 白鹤也叫西伯利亚鹤，是地球上排名第3的稀有鹤类，被列入国际自然保护联盟红色名录、亚洲红皮书和俄罗斯红皮书等俄罗斯和国际保护物种名录。栖息在亚纳河和科雷玛河之间苔原地带的东西伯利亚白鹤的数量大约有4000只。白鹤不东北部北冰洋与太平洋交界处，300多平方公里的国土上生活着包括来自独联体国家的一共135个民族。2023年，萨哈雅库特的人口数量达到了100万。雅库的矿产资源储和先进工业是保障居民福祉的根本所在。Госпожа губернатор Лянь Хуэлинь, уважаемые китайские друзья, дорогие коллеги, от имени многонационального народа Якутии приветствую вас всех на пленарном заседании форума Якутия и провинции Китая «Побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений». Я рад находиться сегодня в Харбине, столице дружественной провинции Хэймунцзян. В прошлом году в столице Республики Саха-Якутия, Якутске, состоялся первый форум Якутии и провинции Китая «Побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений». Форум был посвящен вопросам развития побратимских связей между регионами и муниципальными образованиями наших стран. В форуме приняло участие более 100 участников из Китайской Народной Республики, представляющих провинции Хэймунцзян, Цзянси, Цзянсу, Шаньдун, автономный район Внутренняя Монголия. Регионы России были представлены участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Бурятии, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Краснодара, Приморья и Тюмени. Всего в форуме приняло участие более 500 человек, представляющих органы власти, местного самоуправления, представительные органы, бизнес-сообщества и научные круги. Укреплять экономические связи и культурный обмен. Я искренне благодарен нашим китайским друзьям за поддержку нашей инициативы проведения форума в городе Харбин в рамках 8-го российско-китайского экспо. Уверен, что проведение форума, оно очень символично, оно проходит через 2 дня после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между нашими странами, подписанные президентом Путиным и председателем Си в Пекине. Я считаю, что это наш уже первый вклад в дело реализации соглашения, подписанного лидерами наших стран. Сегодня Китайская Народная Республика является самым крупным внешнеторговым партнером Якутии. По итогам прошлого года торговый оборот составил более практически 2,8 миллиардов долларов, увеличившись с 2019 года почти в 4,5 раза. На Китай приходится 46% всей внешней торговли Республики Саха-Якутия с зарубежными странами. Сотрудничество нашей республики с Китайской Народной Республикой осуществляется в торговой, экономической, научно-технической, образовательной, культурной и спортивной сфере. Международные связи муниципалитетов являются важной частью сотрудничества наших стран. Сегодня 19 муниципальных образований Якутии являются побратимами 23 городов и уездов провинции Хэймунцзян, Зелинь, автономного района Внутренняя Монголия. Побратимские связи муниципалитетов Якутии и Китая развиваются по следующим направлениям. Участие и проведение различных культурных мероприятий на территориях городов-побратимов, организация гастролей артистов, творческих коллективов, обмен опытом в сфере спорта, проведение учебно-тренировочных сборов по различным видам спорта, организация совместных спортивных соревнований.
обмен преподавателями, обучение студентов в университетах, организация языковых курсов, организация летнего отдыха детей и подростков. Наиболее заметных успехов во многих сферах сотрудничества в рамках реализации соглашений об установлении побратимских связей добились город Якутск с городами Харбин, Хэйхэ, Верхневлюйский улус и городской уезд Тунцзян, Вилюйский улус и город Хэкан, Мегано-Кангаласский улус и город Гудензян, Мирюгринский район, город Хэйхэ и Горный улус и город Кунчун. Проведение в прошлом году первого форума побратимов придало большой импульс обменам и реализации совместных проектов. В течение года подписан ряд планов совместных мероприятий, происходил активный обмен делегациями, возобновились контакты в сфере культуры и образования, обмен школьными группами. Ведется активные переговоры по налаживанию торгово-экономических связей. Так, Вилюйский улус совместно с городом Хэкан договорились запустить совместную инвестиционную площадку для реализации инфраструктурных проектов. Мегано-Кангаласский улус и город Гудензянь обсуждают совместную работу в рамках реализации проекта транспортного логистического узла в поселке Нижний Десяток. Горный район проводит переговоры по строительству тепличного комплекса, парка отдыха, сотрудничество по переработке продукции животноводства. Ведутся также переговоры по установлению побратимских связей между городами Иркутск и Улан-Удэ автономного района Культурного Монголии. Мирюгринский район сейчас возобновил сотрудничество с городом Хэйхэ, планирует принять активное участие в совместном российско-китайском экономическом форуме Амур-Экспо-форум, который стартует через неделю в Благовещенске. Дальнейшее развитие побратимских связей имеет большие перспективы для развития городов, районов республики, уездов и городов провинций Китайской Народной Республики. Придавая особую важность побратимским связям, после успешного проведения первого форума в октябре прошлого года в рамках форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине подписано соглашение об установлении дружественных связей между Республикой Саха-Якутия и провинцией Хэйхэ. Уверен, что побратимские связи, установленные между регионами, придадут еще больше импульс развитию межмуниципальных связей. 2024 и 2025 годы объявлены годами культуры России и Китая. Это беспрецедентная инициатива лидеров наших стран свидетельствует о высочайшем уровне сотрудничества и направлена на повышение интересов народов к культуре, традициям и истории наших стран. Республика Саха-Якутия является одним из активных участников мероприятий годов культуры и, конечно же, представит свою уникальную культуру в разных городах Китая. Большие перспективы сотрудничества имеются также у нас и в сфере туризма. Наши туристические маршруты и продукты направлены на то, чтобы вызвать интерес, в том числе именно у китайских туристов. Уникальные туристические продукты Якутии – это круизы по реке Лена с посещением природного парка Ленские столбы из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это арктические маршруты с наблюдением за северным сиянием. Это событийный туризм с возможностью принять участие в самом большом национальном празднике России ВСФ-Туймада. 8-е летние игры, которые пройдут на своей исторической родине в Якутске уже в следующем месяце, конечно же, будут поддержаны китайскими партнерами. Недавно наш президент Владимир Путин во время встречи с председателем СИ как раз просил китайских спортсменов, пригласил их для участия в 8-х летних международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут в городе Якутске. «Дети Азии» приглашайте на наш праздник РСФ. Он пройдет у нас 29-30 июня. И наш РСФ олицетворяет дух нашего народа, его дружелюбие, стремление к миру и сотрудничеству. Желаю всем нам мира и добра, счастья и успехов. Благодарю всех вас за внимание. Спасибо. Первый день выставки идет, и надо сказать, что здесь очень много народу. Просто народ идет из Харбина. Видимо, китайцы очень любят ходить на выставки и покупать российские товары. Новые, интересные товары, которые пришли из России. Прямо в своих выступлениях на пленарном докладе сказали, что именно натуральная, экологическая, чистая продукция идет из России. И у них уже такой бренд. Все, что российское, это натуральное, российское, качественное и
хорошее. Вот поэтому на российским товарам особое обращение. На выставке мы видели товары Центральной России, промышленные товары. АвтоВАЗ выставлен свою продукцию. Также очень интересные продукции есть на водородном двигателе техника, есть вездеходы из Урала, есть вездеходная техника. Ну, очень много товаров. Ну и дальневосточный регион хорошо представлен. Павильон наш Республики Саха-Якутия в основном представлен в виде презентации. И есть народные промыслы, есть представлены, на которых, конечно, уже очереди. Китайцы любят наши товары, хотят сразу купить. Ну, идет такая вот выставка и торговля-продажа. Пленарное заседание прошло довольно интересно, на котором глава республики Арсений Сергеевич Николаев выступил с приветственной речью и о республике Саха-Якутия, о экономических показателях, о том, что самый экспорт большой наша республика делает Китайскую Народную Республику, более 2,5 миллиарда долларов сделан экспорт в Китай. Ну и другая продукция сделана, и соглашений много подписано с городами, с улусами и торгово-промышленной палатой, с нашим Северо-Восточным федеральным университетом в области образования и науки. Ну, после выступления Арсения Сергеевича выступили руководители провинции Хайнлунцзян и Харбина, также и близлежащих провинций, которые сотрудничают с нашими улусами. Выступили глава города Якутска Григорий Евгений Николаевич, выступил очень интересно, показал наш город Якут, рассказал о нашем городе Якутске, о развитии нашего города, динамично развивающем городе. Глава Мегино-Кангаласского улуса Тихонов выступил, также глава Вилюйского улуса выступил. Очень тоже интересно раскрыл Вилюйский улус, Вилюйский бассейн и развитие, что Вилюйский улус – это промышленный улус и сельскохозяйственный, динамично развивающийся. Таким образом, представление о республике Саха-Якутия достаточно обратило внимание участвующих в пленарном заседании. Ну и в дальнейшем уже предстоит завтра и сегодня встречи предпринимателей, встречи по различным направлениям интересующихся наших и предпринимателей, и из области медицины, науки представлены. Поэтому все по своим отраслям начинают работу. Завтра будет конференция Северного форума, на котором тоже будем мы выступать, тоже примем участие и подпишем соглашение Северо-Восточный федеральный университет, Академия наук Республики Саха-Якутия и другие тоже присутствующие. Таким образом, очень интересно, насыщенно идет экспо. Что здесь интересного? Здесь продают билеты, и интересующиеся люди, любопытные люди заходят и свой интерес, свое любопытство гасят за деньги. Что, видимо, нам тоже надо учиться у китайцев. Кто здесь экспонирует, тоже платит и свои экспонаты ставит. И кто ходит смотреть, он смотрит за то, что ходит, платит, и еще он покупает то, что ему понравилось. Поэтому китайцы очень рыночно поставили все на торговые рыночные рельсы, все. И, видимо, эти такие мероприятия нам тоже должны быть, видимо, что-то повторять у них надо, но нам постепенно надо. Видимо, тоже на рыночные механизмы. Все наши соревнования, все наши мероприятия должны быть тоже окупаемые. Тогда
конечно, бюджет только будет пополняться, и больше будет частных предприимчивых людей находить пути своего развития. Найти себе хороших коллег, друзей, с которыми сотрудничать. И опираясь на науку, на технологии, на бизнес и на искусство и культуру. 方面说出第一幅的新闻。尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，在这生机盎然的美好世界， Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, уважаемые друзья, я очень рад сегодня приветствовать нашу делегацию и хозяев города Харбин на Народной Республике. Также реализуем наше взаимодействие, и встречи проходят в течение вот этих нескольких дней. С большим удовольствием мы эту работу продолжим. И, конечно, мы видим, что не только взаимное знакомство или продвижение знаний в области права, обмен информацией по законодательному обеспечению, вообще политическому обмену. Мы считаем, что очень важно, нам надо продвигать знания в культуре. И у нас много общего с Китаем, многие обычаи, они схожи. Ну и самое главное, наверное, Россия и Китай отличаются тем, что именно сохранение традиционных знаний, традиционные обычаи, которые уходят глубоко в века, как в России, как и в Китае, они сегодня очень живы, и здесь нас это очень сильно объединяет. Мы считаем, что именно вот между общением между людьми, сохранение этих традиций, оно, наверное, будет выступать, можно сказать так, что это основа, фундамент вообще сохранения культуры наших стран. 各位来宾、女士们、先生们、朋友们，胜利花开，香雪海，丁香馥郁迎宾来。很高兴能在这个孕育希望的季节，与大家相聚在丁香之城哈尔滨。在此，我谨代表大兴岭地委行署 глубокое сотрудничество. Дорогие друзья, как председатель комиссии по содействию торгово-экономическим связям, я хотел бы отметить, что в сегодняшнее турбулентное время, когда коллективный Запад действует по отношению к нам санкциями, рестрикциями и прочими совершенно неправомерными методами, для нас самое главное – укреплять механизмы доверия. И, безусловно, общество российско-китайской дружбы является той площадкой, которая создает такие механизмы, такие прочные мосты сотрудничества, на которые можно опереться, на которые можно действовать без оглядки на третьи страны. 中俄第8届博览会主席颁奖第2届雅俗。 Уважаемый Айзен Сергеевич, уважаемый Джейн Шева, уважаемые коллеги, друзья, от имени Северо-Восточного федерального университета разрешите всех приветствовать на данном мероприятии. Северо-Восточный федеральный университет – это вуз с 90-летней историей. Наш вуз является одним из 10 федеральных университетов. Университет готовит кадры для всего северо-востока России по 8 ключевым направлениям. Географическое расположение нашего университета делает нас связующим мостом между ведущими научно-образовательными учреждениями Арктики и Азии. Безусловно, китайский вектор является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества. СУФУ реализует проекты по сотрудничеству с 29 вузами Китая, и наш университет является членом ряда профильных университетских ассоциаций. Хотел бы отдельно отметить, что сегодня мои коллеги работают в Тайюаньском университете, где прямо сейчас идет церемония открытия Российско-Китайского альянса университетов языкового образования, куда наш вуз тоже вступил. Среди основных партнеров, в первую очередь, хочется отметить вузы северо-восточного Китая. Это Харбинский Подгоринский университет, который вчера посетил наш президент Владимир Путин. Это Тайюаньский университет, Чанчунский научно-технический университет, Фолианский Восточный университет и многие другие.
Хотел бы остановиться на следующих проектах и направлениях российско-китайского сотрудничества нашего университета. На базе Харбинского политехнического университета 2019 года действует наше представительство. Вот уже несколько лет с коллегами из этого университета успешно реализуем проект по изучению комплексного воздействия загрязняющих веществ на природные экосистемы. С 2015 года наш университет является членом Ассоциации технических университетов России и Китая. Наш университет выступает координатором активной повестки между техническими вузами наших стран. На базе нашего университета в 2018 и 2022 году состоялись два форума, посвященных арктическим исследованиям. Следующий очередной форум будет проходить в 2026 году. По инициативе нашего университета с Международной организацией «Северный форум» в 2022 году создан Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. В состав консорциума входит более 20 организаций. С китайской стороны принимает участие Океанологический университет и Харбинский политехнический университет. Консорциум при поддержке курирующих министерств правительства Российской Федерации в 2023 году провел серию экспертных дискуссий на ключевых экономических форумах в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Мы запланировали проведение двустороннего диалога в этом году в городе Циндао на базе Океанологического университета Китая. Наш вуз занимается вопросом продвижения русского языка и культуры в Китае и китайского языка и культуры в России. С 2019 года на базе нашего университета функционирует региональный центр российско-китайского сотрудничества, созданный при поддержке Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Хабаровск. На базе центра действует Якутское региональное отделение Ассоциации вузовских образовательных учреждений России и Китая и постоянный секретариат российской стороны, который объединяет более 100 школ. Следует отметить, что более 30 школ – это школа из Республики Саха-Якутия. ЦУФО ежегодно проводит международные конференции «Русский мир Азии», посвященные актуальным вопросам русского языка, как иностранного. В следующем году планируем провести в городе Харбин на базе Киргизстанского университета. При поддержке нашего вуза открыто 3 центра русского языка на северо-востоке Китая. В этом году планируем открытие Центра русского языка и культуры на базе экспериментальной школы уезда Чуачжоу в провинции Хэйдзянь. Большое значение СУФУ придает реализации совместных образовательных программ с нашими вузами и партнерами. И здесь я хочу отдельно остановиться на перспективном проекте нашего вуза. Это создание совместного российско-китайского образовательного учреждения Сата-Целинского технологического университета. Инициатива по созданию совместного университета принадлежит нашему вузу и Чанчунскому научно-техническому институту. Работа по созданию ведется 2019 года. На данный момент российской стороны проект получил одобрение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Китайской стороны включен 14-5-летию Министерства образования Китайской Народной Республики и планы развития высшего образования провинции Цзилинь. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы отдельно выразить благодарность правительству провинции Цзилинь за поддержку столь важной для российско-китайского сотрудничества инициативы в сфере образования. Надеюсь, работа Саха-Целинского технического университета станет еще одной вехой развития наших межрегиональных связей. Правительство Якутии с прошлого года выступает с инициативой проведения форума Якутии провинции Китая. СУФУ поддержал данную инициативу, и первый форум состоялся на базе нашего университета. Вот сегодня второй форум происходит в рамках Экспо. Следующий, третий форум мы тоже готовы принять на базе нашего университета. Завершая свое выступление, хочу обратиться ко всем участникам и пригласить на экспертные дискуссии, посвященные сотрудничеству в Арктике, которые мы будем проводить под эгидой АТУР и РАКАИ. И еще добавлю, что осенью в Якутске пройдет 5-й Северный форум по устойчивому развитию, и всех участников приглашаем участвовать на этом форуме. Несомненно, сотрудничество в области образования и науки является важнейшим направлением стратегического сотрудничества России и Китая. Уверен, что вместе мы внесем значительный вклад в развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Спасибо за внимание. 感谢。下面让我们有请29位。从区位条件看，
地处东北亚经济圈中心区域。 развития нашей страны. Сегодня президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным обозначен национальный приоритет развития Дальнего Востока нашей страны. И в рамках этих поручений в 2021 году президент поставил задачу разработать 25 мастер-планов для дальневосточных городов. Город Якутск тоже попал в это число. Мы в рамках разработки нашего мастер-плана уделили особое внимание нашей мечте развития нашего города, и мы поставили нами обозначена цель стать лучшим городом для жизни человека в наших климатических условиях вечной мерзлоты. Особым проектом, безусловно, является строительство мостового перехода. В целом, объем инвестиций в наш город до 2030 года в рамках реализации мастер-плана составит почти 450 миллиардов рублей. Это самый большой в мире город в условиях вечной мерзлоты. Мы сегодня, начиная с 1632 года, с момента основания острога Якутского великими русскими первопроходцами, прошли столь большой путь до самого большого города в условиях вечной мерзлоты. Население города Якутска сегодня составляет 385 тысяч человек. Мы самый быстро растущий город на Дальнем Востоке Российской Федерации. За последние 20 лет население выросло почти в 2 раза. Средний возраст жителя 34 года. В Якутске уникальный климат. Зимой температура доходит до минус 60 градусов, а летом до плюс 40. Диапазон около 100 градусов в течение года. 和各位朋友畅述合作情谊，共谋发展大进步。在此，我谨代表抚远市委市政府，对推介会的举行，巩固和拓展抚远和沙哈的友好关系，构建起双方合作交流的新平台。在此，我也真诚邀请沙哈的朋友们来龙江到抚远，共同谱写我们合作交流的新篇章。第一，来龙江到抚远。 дружественных отношений и в продолжении добрых традиций. Наш Мингангарский район расположен в центральной части Якутии. Территория района составляет 11,7 тысяч квадратных километров. Район является транспортно-логистическим узлом, связующим воедино наземную, железнодорожную и речную инфраструктуру нашей республики. Наше тесное и плодотворное взаимосотрудничество началось в 2010 году. Заключение соглашения об установлении побратимских отношений с народным правительством города Лунданзянь, провинции Хэйвэнцзянь. 高兴的能够参与此次中国俄罗斯博览会，特别是雅库特与黑龙江省之间的一方合作活动。 当地语言和文化营销活动来加强与消费者的联系。女士们、先生们，由于时间限制，合作与交流，我们期待与各位在座的各位嘉宾身体健康，事业成功。 Уважаемые участники пленарного заседания, от имени делегации Вилюйского улуса и от себя лично сердечно поздравляю вас с открытием второго делового форума Якутия, провинции Китая, побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений. У нас большая честь представлять нашу многонациональную республику Саха-Якутия. Якутия самая крупная административно-территориальная единица в Российской Федерации. Общая площадь территории Республики Саха-Якутия составляет более 3 миллионов квадратных километров. В Республике Саха-Якутия 36 муниципальных образований, в том числе 2 городских округа и 34 муниципальных района, включающие 13 городов и 41 поселок городского типа. Вилюйский улус является одним из ведущих муниципальных районов Якутии и расположен на западе Республики Саха-Якутия на центральной якутской равнине и относится к так называемым улусам Алмазной провинции. Позвольте кратко ознакомить вас с историей и культурой Вилюйского улуса. Территория Вилюйского улуса составляет более 55 тысяч квадратных километров,
Расстояние от Якутска до Вилюйска наземным путем составляет 592 километра, воздушным 535, водным 732 километра. Численность населения составляет более 25 тысяч человек. Центром Вилюйского улуса является город Вилюйск, который является одним из старейших городов Сибири и северо-востока Азии. Встречу лета, пробуждение природы, ее красоту и гармонию между человеком и окружающим миром. В рамках праздника запланирован инвестиционный форум по перспективному развитию улуса, соревнования сильнейших батуров, конные скачки и традиционные конкурсы запевал сухая, олонхо, игры на хамусе. А также главным событием юбилейного года, юбилейных мероприятий станет День города Вилюйск, который мы будем отмечать 7-8 сентября этого года. Вилюйский район богат давними культурными традициями. Здесь одними из первых в Якутии открылись библиотека, краеведческий музей, народный дом, детская музыкальная школа, дом хамуса, музей боевой славы. Для сохранения богатого культурного и исторического наследия проводят различные культурно-массовые мероприятия не только в пределах Якутии, но и на российском и международном уровне. Консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Надо отметить, что в первом международном конкурсе Гран-при завоевал молодой пианист, студент Московской консерватории Ляо Тиксу. Вилюйский улус силами художественной самодеятельности дважды поставил народную оперу Марка Николаевича Жиркова «Сыгай Коронастр» в 1922 году и «Ньютон Батур» в апреле текущего года. По словам ведущих музыкальных критиков, эти две оперы стали не только признанием ценности сплоченной работы жителей Вилюйского улуса, но и самыми яркими событиями культурной жизни Якутии. Республики Саха-Якутия Борисов Ким Александрович, со стороны района Большой Финган провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, заместитель секретаря Коммунистической партии Китая, глава администрации района Большой Финган Ван Синвэй. 有请两位签约代表签署合作协议。请两位领导交换文件。签署成功，有请两位领导共同看向前方，合影记录。 Разрешите считать соглашение о дружественных связях между правительством Республики Саха-Якутия и районом Большой Финган подписанным. 感谢，有请前排落座。 Начинается церемония подписания соглашения о намерениях установления побратимских связей между Вилюйским улусом Республики Саха-Якутия и народным правительством района Дуншань, города Феган, провинции Хэйлунцзян. Соглашение подписывают со стороны муниципального образования Вилюйский улус глава улуса Винокуров Сергей Николаевич, со стороны района Дуншань, города Феган, провинции Хэйлунцзян, глава района Ма Жунхуа. 下面签署的是黑龙江省鹤岗市东山区人民政府与萨哈亚的共和国维柳伊斯基区签署兄弟城市关系意向协议。 Считать соглашение о дружественных связях между Вилюйским улусом Республики Саха-Якутия и районом Дуншань, города Феган подписанным. 签转毕，有请两位领导前排落座。 Начинается церемония о сотрудничестве между Союзом Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия и Китайским комитетом по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян.
Соглашение подписывают со стороны Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия президент Богословская Марина Олеговна, со стороны Китайского комитета по содействию международной торговли провинции Хэйхунцзян заместитель председателя Жань Шушин. 接下来签署的是中国黑龙江省贸促会与俄罗斯萨哈雅库特共和国工商会签署友好合作协议。有请两位领导签署文件，请交换文件。Разрешите считать соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Республики Саха-Якутия и Комитетом по содействию международной торговли провинции Хэйхунцзян подписанным. Поздравляем всех подписантов. Пленарное заседание нашего форума по парламентским связям Якутии и провинции Китая завершается. Мы благодарим коллегой Махон всех участников за столь активное участие, за высказанные предложения и теплые пожелания, и желаем всем сторонам активного, плодотворного сотрудничества. Спасибо. 再一次感谢各位领导与会嘉宾，合作互信机遇。当今世界，我们面临着巨大的挑战，同时也迎接着巨大的机遇。期待中俄关系全面发展，增进合作。至此，第二届撒哈亚。 Второй форум Якутии и провинции Китая. Конечно, это для нас очень важное мероприятие. Сегодня мы находим новых наших партнеров, дальше углубляем наши партнерские отношения с кем мы уже работаем. Ну, для Северо-Восточного федерального университета это достаточно хорошая площадка, представить наш университет еще в более широком плане. Кроме Экспо, мы еще работаем в широком плане в городе Харбине. Да, уже подписано ряд соглашений. Да, сегодня вот буквально велосипед должен поехать в Ханилянский университет для представления нашего вуза перед ассоциацией по языковому взаимодействию. Ну, следующий третий форум Китай, Россия, китайские провинции будет проводиться в Якутске, да, и наш университет готов полностью вот это мероприятие провести, и, конечно же, для нас это очень хорошая площадка для наших взаимодействий. Выйдут на более высокий уровень двусторонних отношений. Еще раз примите наши дружеские поздравления с открытием второго делового форума. Столь активное участие, за высказанные предложения и теплые пожелания, и желаем всем сторонам активного, плодотворного сотрудничества. Спасибо. 再一次感谢各位领导与会嘉宾，合作互信。 Спасибо.